Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Alive. Вот и дошла я наконец-то до того, чтобы вам показать свое Таро Золотое Нефертари. Тоже его приобрела подержанный экземпляр, но очень красивая колода. Мы сегодня погадаем с вами на любовную тему на этой колоде. Что человек думает о вас, чувствует к вам сегодня и сейчас, когда вы смотрите это видео. Вот, у нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Вот, такая вот красивая колода, золотая, абсолютно золотая, вся. Вот золотое Таро Нефертари называется. Те, кто шоты не смотрит, смотрите здесь, как говорится. Давайте перемешаем. Первая карта, по которой вы будете ориентироваться, правильно ли вы выбрали позицию. Она будет показывать. Ух ты, 2 карты выпало. Первая карта будет показывать, что вы чувствуете сегодня и сейчас к этому человеку. Давайте знак судьбы посмотрим. Тут у нас, значит, король мечей и отшельник. Конечно, это строгий мужчина, довольно строгий мужчина, который одиночка, который очень замкнутый, который сейчас является больше интровертом, но при этом такой вот он весь еще и педант, да, и старается духовно развиваться, но в то же время жесткий человек, который, может быть, и хотел бы избавиться от своей жесткости, но не так-то просто это сделать, правильно? Вот вам идет послание о таком мужчине. Вот именно о таком. Интересно, он, наверное, о вас сейчас именно думает, когда выпали эти карты, да? Смотрите-ка, еще карта выпала. А вот теперь о ком-то думает кавалер кубков. И испытывает большие чувства любви. Это уже те, кто снова тут следующее послание увидел, да? А может быть, тот король мечей, замкнутый, испытывает к вам чувства. Интересно. Хорошо, выкладываем на позиции 3 карты, да? Первая. Вторая позиция и 3-я позиция. Вот смотрите, 1-я, 2-я и 3-я. Ваши чувства на позициях, да, к этому человеку, чтобы вы могли по сигнификатору определить, правильно ли вы выбрали позицию. 1-я позиция у нас оранжевый кальцит. Значит, 2-я позиция у нас аметист кварц. Такой вот. И 3-я позиция у нас с вами вот такой вот белый агат. Красивейший. Итак, 1-я, 2-я, 3-я позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем, ну, естественно, кстати, загадайте человека, да, а мы с вами начинаем с самой 1-й позиции, остальные я убираю в сторону. Что он думает, что чувствует к вам сегодня и сейчас. 1-я позиция – оранжевый кальцит. Сюда кладу, и 1-я карта – ваши чувства к этому человеку. Опять отшельник выпал. Ну, эта карта преследует кого-то здесь сегодня. И отшельник, знаете, о чем говорит? О том, что вы испытываете к этому человеку привязанность, которую вы сами внутри себя отрицаете. Вот так. Да, отшельник – это часто именно такая привязанность. То есть, возможно, вы человека любите, но избегаете его. Возможно, между вами нет общения, и вы стараетесь думать об этом так, что, ну, это я вообще все сама или сам делаю, да. То есть, это не только с его стороны идет игнорирование, еще и с моей. Вот такое вот как противодействие немножко. Вообще, отшельник – это одиночка, одиночная карта, программа одиночества. И, соответственно, у вас есть действительно такие программы одиночества, или негатив на одиночество, или печать одиночества, может быть, по роду что-то. По роду, вы знаете, программы бывают одиночества. Что-то здесь такое присутствует. И вы действительно испытываете, возможно, какие-то даже совершенно аномальные чувства к этому человеку, которые пытаетесь отрицать внутри себя. То есть здесь может играть любой фактор, вот такой вот провоцирующий, такой как там психологические травмы из детства, порчи, кармические ситуации различные, узлы и все такое прочее. Вот если вы себя узнаете, значит, 1-я позиция точно ваша. Вы уже заранее загадали человека, и мы смотрим, что он думает о вас.
сегодня и сейчас, и что он чувствует к вам сегодня и сейчас, да? Так, что он думает о вас сегодня и сейчас? Шестерка жезлов. Шестерка жезлов — это карта, показывающая, что человек все-таки что-то хочет победить. Вот, ну, допустим, какие-то препятствия в отношениях, вот, которые, как сказать, встают на вашем пути. Человек немножко так хочет победить. Плюс, возможно, вас, вашу натуру, вас преодолеть как-то, да, чтобы вы, может быть, больше подчинялись и шли за ним, как за человеком, который вот ведет за собой, может, даже вот так, лидером его признали. Ой, это десятка жезлов. Простите, пожалуйста, почему я шестеркой это назвала? Вот бывает такое, бывает, я извиняюсь. И чтобы вот вы шли за ним, да, как говорится, его признавали лидером и видели в нем какого-то человека как свой ориентир в любом случае. Также карта, конечно, показывает, вот видите, вот он как видит, что что-то падает, да, а я это держу. Он хочет устранить все препятствия для отношений, все проблемы этих отношений и спасти, возможно, эти отношения. Может, это ваша натура, как он считает, да, мешает отношениям, что характер тяжеловатый. Может быть, какие-то есть еще внешние обстоятельства, и этот человек хочет довершить до конца. Вот как будто бы взять и довершить до конца ситуацию, чтобы избавить отношения от проблем, трудностей, победить эту ситуацию, да, в отношениях и выйти уже на новый уровень этих отношений. Но он считает, что вы зря его в чем-то обвиняете. Хорошо, смотрим, значит, дальше. А что он к вам чувствует сегодня и сейчас? Что он к вам чувствует сегодня и сейчас? Мне надо внимательно смотреть на французские названия. Потому что вот прям у меня с французским языком очень сильные проблемы. С немецким более-менее. С английским нормально, вообще супер. С французским, вот я вам честно говорю, очень плохо. А у меня все практически колоды из Франции. Значит, тут у нас девятка. Надеюсь, что девятка кубков, да? Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Девятка кубков и его чувства к вам. Вот смотрите, у него тоже есть в этих отношениях, вот даже вот накладывается программа одиночества, да, у этого человека. Это совершенно четко видно. Но у него к вам сильное сексуальное влечение. Ну, правда. Он считает, что у вас такая вот есть совместимость в сексуальном плане. У него есть к вам страсть. Он как будто бы очень хочет постоянно с вами какой-то близости. Но при этом он испытывает такое, вот знаете, состояние, что я и сам себе в чем-то хозяин. Вот так. То есть, да, человек одиночка, вы одиночка, и он одиночка. То есть есть страсть, но и есть желание иметь свое пространство личное. И вот когда мы видим здесь, как на мать тут дети, да, дергают, хочется личного пространства, то есть хоть какой-то вот зоны комфорта, где я могу побыть там, ну, один, что-то поделать, чтобы меня никто не тревожил, да. Хорошо, давайте теперь смотреть, значит, какие есть препятствия для отношений все же. Здесь вышла карта Солнца. Солнце говорит, что препятствием для отношений является, возможно, чей-то эгоизм. Ну, то есть, вот у меня была такая ситуация, я просто пример приведу, что человек думал, что все ему должно быть, даже йогурты, простите за выражение. То есть он мог слопать все из холодильника, абсолютно все, и не оставить тебе твою долю. Понимаете, о чем я, да? И получается так, что это эгоизм, он мешает отношениям. Я буквально, вот у меня первый брак, я хотела развестись в какой-то период, вот в начале этого брака, просто из-за того, что, ну, а как можно быть таким, ну вот, что затолкать в себя все вообще и все. Эгоизм, да, он мешает отношениям в любом случае. Только мне, что ли, только я хочу для себя, да? А я что? А вот только тебе, а я что? Ну вот так, понимаете? Допустим, даже вот люди бывают жалуются, он одежду себе, да, одежду себе все купит, все. А мне, а тебе по губе. Понимаете, это эгоизм очень сильный. Человек думает, что все для него. Мама так, видимо, в попу целовала в детстве, научила.
И это очень серьезное препятствие для отношений, конечно, очень серьезное. Солнце, вот когда я звезда, тут вообще звездень, да. Поэтому я вам и говорила, что вот он как думает: я хочу быть лидером, я хочу, чтобы ты меня признавала или признавал лидером, да, а ты иди за мной. Ты меня считать должен или должна, что это я предводитель тут в этих отношениях, я главнее. Понимаете, это, конечно, мешает. Куда пойдут отношения дальше? Ну, они пойдут в звезду, это значит, что надежда для развития отношений, конечно, есть. До нее может быть, до этой надежды, как сказать, до осуществления мечты, может быть, как до звезды, конечно. Но людям здесь лучше вместе путешествовать, какие-то новые впечатления испытывать. И звезда, конечно, она исполняет желания в этом плане, да, что трудности могут быть, но можно все пройти, и отношения куда-то все-таки сдвинутся, вот хорошее русло, так скажем, да, пойдут. Здесь есть варианты для того, чтобы эти отношения длились еще долго. Просто нужно преодолеть вот эти все моменты. Вот. Ну, иногда, я знаете, как думаю, если бы я ставила себя на чье-то место, я бы никого исправлять не стала. Все женщины, особенно женщины, надеются на исправление. А потом это все выходит боком, потому что годы ты теряешь, а человек вовсе никуда не исправляется, да? И мое мнение, лучше никого не исправлять, конечно. Но бывает такое, что есть не такие уж большие погрешности. То есть у каждого же из вас своя ситуация. Понятно, если человек морду бьет вам каждый день вечером, просто в порядке профилактики, с таким человеком не надо жить, и исправлять его не надо. Но если там он чуть-чуть иногда, правда, что какие-нибудь там еду съел там без вас или еще что-нибудь, ну это ерунда, как бы сами понимаете. Ну вот такой ответ по первой позиции. Ой, конечно, из мелочей состоит наша жизнь. Что уж тут таить греха. Так, вторая позиция. Что он думает о вас сегодня и сейчас, тема нашего расклада, аметист кварц. И первая карта, что вы чувствуете к человеку, это сигнификатор. Вы по ней ориентируетесь. Вы-то знаете, что вы чувствуете к тому человеку, которого вы загадали. Тут у нас, значит, 8 жезлов. Ну, вы испытываете к этому человеку большое притяжение, страсть, и он вас заводит. Вот буквально поднимает бури различных чувств, эмоций, таких как и ревность, и страсть, и будоражит мысли постоянно. Вы думаете о нем сутками, скорее всего, занимает все ваше воображение. И вообще вот эта карта, она такая, знаете, ядрененькая, она показывает, что вы очень сильно торопите события по развитию ваших отношений. Вы жаждете встречи, разговоров, можете очень сильно много болтать с этим человеком, переписываться, стараться все время встретиться, проявляете, возможно, даже какую-то инициативу, да. Поэтому, если вы себя узнаете, что вы 8 жезлов, которая вот куда-то все время спешит, которая суетится, которая очень сильно жаждет, которая испытывает влечение, которая ревнует, это про вас. Вы энергетически такой заряженный человек, который постоянно что-то делает, да? Который на месте сидеть-то не может. Хорошо, если вы узнали себя, что он думает о вас сегодня и сейчас? Ну, он видит в вас королеву кубков, а это значит, что человек вами восхищается на самом деле и считает, что вы очень подходите для отношений. То есть у этого человека, скорее всего, тоже, ну, раз положительные мысли о вас, да, то тоже есть влечение. Ну, я вижу как, он видит в вас больше романтики и нежности, чем рвения, вот этого сильного рвения. Вот. Но в любом случае, конечно, это как бы он признает, если вы женщина, вас красивой женщиной, а если вы мужчина, то королева кубков, мысли женщины, да, что он рядом с вами, чувствует себя любимой. Вообще этот человек явно нуждается в любви. Вот давайте посмотрим его чувства к вам сегодня и сейчас, да. Его чувство к вам иерофант. Это, кстати, очень интересное чувство. Человек испытывает к вам, возможно, серьезную платоническую любовь. То есть он больше романтик такой, да? Вы как-то у вас больше огня, а у него больше романтических чувств. Понимаете, о чем я? То есть у вас больше таких, как огненных чувств, да? У вас больше как притяжение идет. У этого же человека больше именно что-то вот такое, как человека вас любить.
для брака, наверное, подойдет, для семьи, вот что-то вот такое. То есть у него к вам действительно глубокие чувства, да, именно глубокие чувства. Хорошо. Что мешает вашим отношениям? Давайте посмотрим, что мешает этим отношениям. Император, мужчина, мешает этим отношениям. Есть человек, который встает между вами, и это мужчина. Император. Это может быть очень властная женщина в редких случаях, когда у нее именно мужской характер. Или она овен, да, овен. Но чаще всего это мужчина встает между вами и мешает тому, чтобы ваши отношения продолжались. Прям строит козни, скорее всего. Кто-то строит козни, да. Вообще на императоре здесь паук, поэтому иногда это, да, может символизировать паучиху женщины такой, да. Хорошо, а давайте теперь посмотрим, как будут продолжаться отношения дальше, куда пойдут. 4 жезлов. Здесь семья, да, вот на карте семья, поэтому здесь не исключена возможность построить серьезные семейные отношения с браком в будущем. Карта очень-очень такая семейная, хорошая. Она часто показывает значение свадеб, да, свадьбы устраиваются, люди свадьбы, помолвки. Поэтому здесь отношения могут пойти очень серьезно дальше. И, конечно, многообещающая связь. Скорее всего, не зря вы встретились с этим человеком, да, которого вы загадали. Ну, вот такой ответ по 2 позиции, значит. Красивые, да, карты золотые? Пишите свое мнение про карты обязательно. 3 позиция. Наш белый агат. Один из любимых камней. И 1 карта. Что вы чувствуете к этому человеку? По этой карте вы ориентируетесь, правильно ли вы выбрали позицию. И тут у нас, значит, влюбленные. Конечно, влюбленные говорят о том, что вы этого человека что делаете? Любите, конечно, да, любите, считаете его, возможно, своей второй половинкой, вы растворяетесь в нем, у вас очень романтические переживания, есть и телесное влечение. Несмотря на то, вмешивается кто-то в ваши отношения или нет, вы готовы на все, скорее всего, чтобы быть с этим человеком. Вы под большим впечатлением находитесь. И да, Бог может посылать таким парам испытания, вы это знаете, но вы готовы. Вот готовы, потому что очень сильно впечатлились и любите это, возможно, да, любите или испытываете влюбленность. Но карта, конечно, говорит чаще всего именно о взаимных чувствах, поэтому давайте посмотрим. То есть изначально, видимо, были взаимные чувства, да. Давайте посмотрим, что сегодня и сейчас. Вот, что он о вас думает, да, что он думает о вас сегодня и сейчас. Ну и о ваших отношениях, и о вас. 3 кубков, что ему с вами или ей очень весело, да, весело. Впечатления о вас только хорошие. Вы для этого человека милый, красивый, добрый, приятный человек, компанейский, с кем очень хорошо проводить время, с кем всегда легко, приятно, кто не создает слишком большие проблемы. На самом-то деле, да. И этот человек, да, действительно, скорее всего, испытывает к вам чувства. Поэтому давайте посмотрим, что он чувствует к вам сегодня, да, что он чувствует к вам. И мы здесь видим 8 пентаклей. 8 пентаклей показывает такие чувства, знаете, немножко приземленные все же. То есть у человека есть к вам чувства, но он знает, что если отношения идут серьезные или должны быть серьезными, то ними надо работать. Поэтому он видит перспективу между вами и видит, что вы такой легкий, приятный человек, с которым хорошо. Но сказать, что страсть, наверное, скорее очарование какое-то, да? Скорее нежность. Я бы вот, может быть, так назвала. И сам по себе человек, возможно, такой прагматичный. То есть он испытывает к вам романтику, да, но в то же время много чего взвешивает сейчас. Много чего пытается высчитать, как будто бы про эти отношения. Но продолжать, я думаю, что совершенно точно хочет. По 8 пентаклей бывают, между прочим, очень серьезные чувства, когда человек просчитывает, что будет жениться или дальше жить с вами. То есть что-то покупать, работать ради вас. То есть это все равно все тоже происходит в этой карте. Что мешает отношениям? Суд.
Вы знаете, есть кармические препятствия для ваших отношений, есть испытания какие-то в будущем возможные или уже были. И также суд показывает, что могут даже быть какие-то, вот знаете, прошлые браки, люди какие-то бывшие, вот тоже могут мешать отношениям, бывшие, особенно бывшие. Или какие-нибудь родители, да, все, что, с кем мы по карме связаны, от кого у нас дети, родители, вот такое. То есть вот эти могут мешать люди прям вашим отношениям. Бывает такое, да, бывает. Как продолжится, куда пойдут эти отношения? Вышла карта «Тройка пентаклей». Совместный труд. Вот понимаете, отношения действительно всегда требуют построения и совместной отдачи. То есть, когда люди вместе что-то делают, строят эти отношения, строят совместный мир. И, соответственно, эти отношения могут быть довольно продуктивными. Люди здесь друг друга, возможно, даже чувствуют, когда что надо делать вместе. Есть какие-то общие цели. И отношения могут стать более серьезными или просто идти вперед, вперед, вперед. Поэтому здесь перспектива, я бы сказала, на продолжение есть. Просто нужно приложить усилия для преодоления препятствий и чтобы у человека чувств было как можно больше. То есть укреплять чувства, укреплять. Вот такой ответ у нас с вами по третьей позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока, до новых встреч.